эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Несколько дней назад в дежурную часть отдела МВД России по Хангаласскому району поступили 3 заявления об угонах, совершенных в поселке Махсагалох. В первом случае угнанный автомобиль «Жигули» был обнаружен на трассе при въезде в поселок. Во втором случае злоумышленники вернули похищенное авто марки Toyota на место. При этом у автомобиля было пробито одно из колес. Третье авто «Универсал Toyota Corolla» на территории поселка обнаружить не удалось. 21 августа в Покровске была замечена машина «Универсал», подходящая по описанию на ту, что была объявлена в розыск. В салоне сотрудники полиции обнаружили куртку с ингалятором от астмы в кармане. Эта деталь позволила полицейским выйти на след подозреваемых. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено 2 местных жителей поселка Махсагалох. Астматиком из них оказался дважды судимый за кражу и угон 19-летний уроженец Ниренгринского района. Второй подозреваемый, 18-летний, ранее несудимый молодой человек. По словам подозреваемых, автомобили молодые люди угоняли, чтобы просто покататься. Проводится проверка. В Якутске полицейские задержали подозреваемого в краже. После задержания выяснилось, что молодой человек находится в федеральном розыске. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный похитил видеорегистратор, кошелек с деньгами и банковскими картами, разбив стекло автомобиля, припаркованного в жилом дворе по улице Лонгинова. По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний уроженец Якутска. Выяснилось, что мужчина с июля текущего года находится в федеральном розыске, скрывшись из мест принудительного лечения. Установлено, что подозреваемый заметил припаркованный автомобиль, проходя мимо жилого дома. Оглядевшись и удостоверившись, что рядом никого нет, злоумышленник разбил окно машины локтем и проник в салон. Проверив подлокотник, он похитил кошелек. Добычей также стал видеорегистратор, установленный на лобовом стекле. Затем мужчина скрылся с места преступления. Часть похищенного изъята. Денежные средства задержанный успел потратить на алкоголь. При задержании подозреваемый оказал сопротивление полицейским. В отношении него составлен административный протокол по статье КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Также возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина помещен на принудительное лечение в психиатрический стационар общего режима. Тайну Чингисхана оценили в 155 миллионов рублей. Продолжается судебное разбирательство между компанией «РИК» и продюсерской компанией «УрГЛВ». РИК пытается взыскать с продюсеров 59 миллионов рублей, которые были выделены на продвижение картины. РИК выделил 60 миллионов на продвижение «Тайны Чингисхана», но назад получил лишь 600 с небольшим тысяч рублей. Инвесторы посчитали, что продюсерская компания обогатилась за его счет и подала исковое заявление. В сентябре 2013 года в арбитражный суд удовлетворил требования РИК на взыскание суммы 59 миллионов рублей. В рамках исполнения судебного решения судебный пристав арестовал нематериальный актив, фильм «Тайна Чингисхана». Оценочная фирма «Стандарт», производившая работу по заказу судебных приставов по республике, оценила картину в 52,3 миллиона рублей. Однако УрГЛВ оспорил это заключение в суде. Новую экспертизу провел ООО «Десофт Консалтинг». Компания оценила стоимость картины в 155 миллионов рублей. Арбитражный суд Якутии согласился с этим заключением, отменил постановление судебного пристава о принятии результатов оценочной компании «Стандарт» и обязал приставов вынести постановление со стоимостью картины, установленной судом. Постановление вынесено 21 августа. В воскресенье в сети появилась информация о том, что известный российский актер Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных больниц. В сообщении указывалось, что за медицинской помощью актер обратился после употребления алкоголя. Ближе к вечеру представители театра имени Ермоловой, художественным руководителем которого является Олег Меньшиков, опроверг слухи о реанимации. По словам представителей театров, Олег Меньшиков лег в больницу для планового медосмотра перед новым театральным сезоном, который откроется 9 сентября. Представитель дирекции театра рассказал, что Меньшиков чувствует себя нормально и, скорее всего, в среду или четверг приступит к работе. Противники закона об экстрадиции в Гонконге выстроились в живую цепь в годовщину акции «Балтийский путь». 30 лет назад аналогичным способом жители Прибалтики высказались за независимость от СССР. Подробности у Татьяны Гамозовой. Десятки тысяч жителей Гонконга выстроились вечером в пятницу в живую цепь по всему городу. Таким образом, они попытались еще раз привлечь внимание к своим опасениям за права и свободу автономии. Уже почти 3 месяца демонстранты призывают власти остановить то, что они считают посягательством на принцип «одна страна, две системы».
Он гарантирует бывшей британской колонии обособленность после перехода под юрисдикцию Китая. Протесты спровоцировало обсуждение в парламенте законопроекта об экстрадиции. В случае принятия он позволил бы выдавать подозреваемых на материк, хотя в Гонконге пока действует независимая судебная система. Пятничную акцию приурочили к 30-летию так называемого «Балтийского пути». В 1989 году почти 2 миллиона жителей Прибалтики таким же способом высказались за независимость от Советского Союза. По оценке организаторов, в Гонконге в цепь встали 135 тысяч человек. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего доброго и будьте осторожны.